Общение художника и общества наряду с другими видами искусства чаще всего происходит в закрытом формате. Выставка «Биеннале» расширяет эти границы, и у якутян появилась уникальная возможность познакомиться с арт-объектами художников России и стран зарубежья в локациях города. О выставке, разместившейся в столице, расскажет Олеся Ларчук. Выставка «Биеннале» – международная площадка презентации современного искусства. Со второй половины 20 века крупные международные выставки, проводимые в биеннальном формате раз в 2 года, становятся основным методом самовыражения художников нашего времени. Люди приехали отовсюду, со всех концов мира. Когда слышат о том, что проходит биеннале, в Якутске все начинают очень сильно волноваться. Руководить биеннале было очень сложно, но согласились и работали. Традиционно биеннале проводят в рамках определенной тематики. В этом году организаторы решили продолжить тему года Арктики в Якутии. Задания предполагали раскрытие идеи защиты экологии, а также развитие арктического региона. Участниками такого масштабного проекта стали представители из Франции, Венесуэлы, Португалии и Бразилии, а также художники из разных регионов России. Bonjour, donc je m'appelle Amina Zoubir, je suis artiste d'Algérie. Добрый день, меня зовут Амина Забир. Я художница из Алжира. Представляю свою видеоинсталляцию с использованием канализационных труб, света и музыки, главной темой которой стала вода. Основной площадкой проекта стал сквер на берегу Талого озера. Организаторы биеннале тесно сотрудничают с Союзом архитекторов Якутии для восстановления городского канала. Что также немаловажно, организационно и финансово проект поддерживает Министерство культуры и духовного развития республики. Актуальное искусство – это всегда направлено на некоторую компромиссность какую-то, да, на дискуссионность, на, скажем, провокацию. Да. Здесь у нас на самом деле нет каких-то политических тем. Участники выставки, они протестуют против загрязнения окружающей среды. Эта тема, конечно, актуальна для многих стран, для многих регионов, для разных народов. И, возможно, эта тема даже объединяет наши культурные традиции. Сроки проведения биеннале специально предусмотрены перед празднованием Дня города. Такое масштабное культурное событие и открытие нового городского сквера с современными арт-объектами подарят праздник жителям и гостям столицы. Возможность насладиться инсталляциями у горожан будет до 4 сентября. Олеся Ларчук, Александр Иванов. Новости столицы.